Сагынбек. О, здравствуйте, Сергей. Как бизнес ваш развивается? Бизнес пока развивается тяжело, так как не получается увеличить объем продаж. Вот я пришел к вам, чтобы уточнить информацию по новым тендерам, так как я хочу поставлять свою продукцию вашим соседям Оил Окметан. Также хотелось бы у вас купить тендерные документы на предстоящие торги. И хотелось бы, чтобы вы меня также в них зарегистрировали. Сергей, теперь вам не надо покупать тендерные документы, как это было раньше. Мой сын работает в государственном учреждении «Инфосистема», где он со своими коллегами разработал новую систему электронных закупок, для участия в котором вам нужно лишь иметь компьютер, подключенный к интернету. Вам нужно лишь зарегистрироваться в этой системе, и вам не придется, как раньше, ходить за справками в различные госструктуры и приходить на процедуры вскрытия документов, так как теперь все торги будут проходить только через интернет, что делает весь процесс торгов не только электронным, но и прозрачным и справедливым. Смотрите, я вам сейчас покажу. Имеются два пути входа в данный портал. Первый – с главного меню портала okmod.kg. Второй – в адресную строку любого интернет-браузера необходимо ввести закупки.okmod.kg. Перед вами откроется главное меню портала государственных закупок. В нем вы найдете информацию о последних объявлениях и торгах, анонсы, новости, последние добавления в план и так далее. В правом верхнем углу вы можете перейти в личный кабинет, если вы уже регистрировались на сайте. Если вы не регистрированы, то вам необходимо пройти по ссылке «Регистрация». В разделе «Регистрация» вам необходимо заполнить требуемую информацию. Нужно выбрать роль и заполнить все ячейки. Ячейки, обозначенные красной звездочкой, обязательны для заполнения. Выбираете роль организации списка, вводите ваш идентификационный номер. При вводе идентификационного номера организации или поставщика информация будет автоматически отображаться из базы данных Государственной налоговой службы Кыргызской Республики. Выбираете страну, в которой вы находитесь. Указывайте контактную информацию о представителе организации. Затем вводите код безопасности. Необходимо ознакомиться с текстом пользовательского соглашения. Принимаете его и регистрируетесь. В целях своевременной авторизации формы регистрации закупающей организации необходимо направить письмо на официальном бланке в адрес Министерства финансов Кыргызской Республики. Форма письма размещена на портале. Для ускорения активации аккаунта закупающей организации на портале можете направить отсканированное официальное письмо по электронной почте госзакупки@minfin.kg u.ozumбеков@minfin.kg. Справки по телефонам 0312 62 03 74, 62 29 29, 62 66 62. Образец данного письма размещен на портале, где вы можете его скачать. После того, как данное письмо будет получено соответствующими сотрудниками Министерства финансов Кыргызской Республики, закупающей организации будет открыт доступ на пользование данной системой. После данной процедуры на электронную почту закупающей организации приходит уведомление о регистрации. Это делается в целях безопасности. Со временем, с внедрением электронной цифровой подписи, данная процедура будет удалена. Необходимо отметить, что данная процедура не распространяется для поставщиков. При регистрации поставщиков на электронную почту организации поставщика автоматически приходит уведомление о том, что данная организация успешно прошла регистрацию на портале. Теперь в качестве зарегистрированного пользователя вы можете перейти в личный кабинет, где необходимо ввести ваш логин и пароль, указанные при регистрации на портале. При правильном наборе вы попадете в свой личный кабинет, где в левом верхнем углу будет размещено сообщение с приветствием. Для того, чтобы добавить позиции в план закупок, необходимо нажать на кнопку «Добавить план». Внутри модуля «План закупок» требуется заполнить все поля, которые являются обязательными для заполнения. Вам необходимо указать год, выбрать бюджетные или специальные средства финансирования, указать статью расходов. Можете посмотреть данный классификатор в разделе портала «Справочники. Экономический классификатор». Указать выделенную сумму, выбрать квартал закупки. В конце необходимо сохранить. После сохранения у вас появится план, где вы можете указать детали закупки.
Общий классификатор государственных закупок. Можете посмотреть данный классификатор в разделе портала «Справочники ОКГЗ». Единицу измерения, количество или объем, цену за единицу товара. Выбрать из выпадающего списка месяц закупа. Также можно предоставить подробную информацию о закупаемом товаре, работе или услуге, включая технические характеристики и параметры, или описать любую дополнительную информацию, после чего нажмите кнопку «Добавить». И ниже увидите детальный план вашей закупки. После завершения детализации плана закупок нажмите кнопку «Опубликовать», и ваш план закупок будет опубликован. В конце необходимо обязательно сохранить все данные. В противном случае все введенные данные будут удалены. Время для ввода данных не ограничено. Например, после нажатия кнопки «Сохранить» откроется главная страница плана закупок в вашем личном кабинете. Здесь видно, что внесенные данные включены в план закупок.